Сегодня у нас в нашей беседе принимает участие народный депутат Советского Союза Бородин Олег Петрович. Вот с какими проблемами, с какими мыслями мы бы хотели сегодня побеседовать на эту тему. Олег Петрович, скажите, пожалуйста, основная ваша цель сегодняшнего приезда в город Неринга? Ведь закончился референдум, как-то сложились уже определенные силы, вроде бы должны как-то улечься политические страсти и начаться какое-то реальное взаимодействие к лучшему, к выходу из кризиса общества. Но пока не намечается. Вот ваш взгляд как депутата Советского Союза, как человек, который часто бывает на этих сессиях, как вы считаете, как долго это может продолжаться? Ну, политические страсти, они никогда не будут кончаться в обществе. В обществе, тем более нашем, которое только сейчас вышло на путь демократизации. Поэтому я бы даже и не назвал это политическими страстями. Вообще, мы сегодня, наверное, должны особенно точно относиться к лексикону. Это даже не страсть, это борьба политическая, ее надо прямо называть. Это борьба уходящего с назревающим, с новым. И это не столько страсти, сколько человеческое желание изменить жизнь. И она основана как раз не на страстях, а на осознанной какой-то политической позиции, человеческой позиции. Вот я бы так обрисовал, допустим. Скажите, вот вы говорите, что это борьба. Значит ли это, что это борьба за власть всеми дозволенными методами? Или есть что-то здесь? Вы знаете, вот как раз главная задача момента, я думаю, тех, кто включился вот в эту политическую борьбу, не допускать перехлёста через край чего-то, а ввести ее в цивилизованное русло. Вот самое главное. Ведь политическая борьба существует в любом обществе. И не надо этого пугаться, это нормальное состояние общества, когда идет борьба за какие-то идеалы. У нас ее просто не было все эти 73 года этой политической борьбы. Мы ее лишены. Может, не с кем было бороться? Просто не с кем было бороться. У нас была одна установка, и мы все дружно шагали не туда, куда надо. И вот мы, наконец, поняли, что мы не туда шагаем. А как повернуть? Как это все сделать так, чтобы люди поняли, что те, кто сегодня, допустим, включается в политическую борьбу, они включаются большей частью, мне думается, от искреннего желания помочь и самому себе выбрать какую-то правильную позицию, и людям, может быть, помочь выбрать политическую позицию, и начать вот это движение к истинному обновлению. Самое мое нелюбимое слово – это перестройка. Нашему народу нужно возрождение. Возрождение, в первую очередь, духовное. Мы моральные ориентиры потеряли, вы понимаете? И вот с этой точки зрения, я думаю, что борьба, она не будет прекращаться, просто ее нужно вести в цивилизованное русло. Но для этого нужно, чтобы существовали различные политические организации, движения. И я здесь представляю движение «Демократическая Россия». Я член Координационного совета этого движения. Это движение объединяет в себе несколько политических партий: социал-демократическую партию, республиканскую партию, которая основана на демократической платформе в КПСС, демократическую партию России, движение «Мемориал», «Апрель», писательское движение, объединение, ну и ряд вот таких, я считаю, истинно демократических организаций. И они объединились, туда же входит межрегиональная депутатская группа. И мы все, в общем-то, объединились для того, чтобы как-то организованно решать эти вопросы, и как раз вот для того, чтобы ввести в цивилизованное русло политическую борьбу. Олег Петрович, на сегодняшний день вы представляете в Верховном Совете оппозицию, основному нашему правительству. Как вы считаете, в наше время быть в оппозиции – это не опасно, не страшно? Да я бы не сказал, что страшно, потому что, в принципе, наверное, самое страшное в нашей истории, хочется надеяться, уже позади. Мне думается, в том объеме, который был у нас, вот тот страшный, допустим, 1937 год, он уже просто не может повториться. Все-таки общество уходит вперед. Но в то же время нужно перешагнуть для себя какой-то Рубикон. Сказать себе, что
Просто по-иному нельзя поступать. По-иному это уже предательство тех идеалов, за которые ты ведешь борьбу. И поэтому, а когда человек это сознательно действует, то это уже страха нет. Я, допустим, был в Литве после этих событий трагических, январских, и люди там говорили «свобода или смерть». И они говорили это не как плакат, не как лозунг, это уже состояние души, понимаете? И я вот их очень хорошо понял, что они действительно уже умрут, но своей свободы, своих идеалов уже не предадут, вы понимаете? И, может быть, как раз вот этого испугались люди, которые пытались сделать переворот в Литве. Поэтому, нет, я, честно говоря, не опасаюсь. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, сегодняшнее наше общество, оно ушло от той черты, дальше которой уже начиналась бы гражданская война? Или это у нас только предстоит нам эта еще черта? Нам, мне думается, все-таки еще предстоит перешагнуть эту черту, преодолеть эту черту. И я думаю, что вот задача демократических сил как раз так провести наш корабль по вот этим рифам всевозможным, это я именно считаю демократических сил. Не тех сил, которые сегодня стоят за реставрацию тоталитаризма, а именно демократических. Если мы сумеем объединиться вовремя, сорганизоваться, структуры создать всевозможные, допустим, типа движения «Демократическая Россия», то мы сможем пройти вот этот опасный рубеж без гражданской войны. Не сможем мы, тогда, конечно, режиму будут уже сопротивляться уже не просто слову. Режиму, который может прийти на смену вот сегодняшнему порядку, а я думаю, что военные мечтают о том, чтобы установить какой-то очень жесткий режим, когда будет запрещена свободная пресса и так далее, то тогда этому, безусловно, начнется сопротивление, которое может вылиться в гражданскую войну. Скажите, пожалуйста, итоги референдума, предварительные итоги, считаете и расцените вы их как поражение демократических сил? Я их вообще на них не обращаю внимания. Вы понимаете, в чем дело? Во-первых, сам вопрос, заложенный в референдум, он некорректен, мягко будет сказано. На него нельзя ответить и да, и нет. Ну, конечно, я тоже за союз. Но я за новый союз, на совершенно другой основе. Но эти тонкости, они как раз не учтены в этом вопросе. И многие просто голосовали, да, мы за содружество. Ну что ж, я буду против содружества народов голосовать? Конечно, в общем-то, надо бы голосовать. И когда голосуешь, допустим, нет по этому вопросу референдума союзному, то ты приходится даже себя ломать, и многие на это не способны. То есть он порочен в своей основе, этот референдум, и поэтому на его итоге я абсолютно не обращаю внимания по союзу. Наша республика Якутия, она выделяется из общего состава союза по своему, допустим, какому-то сейчас социальному положению, политическому? Или она полностью отражает то, что происходит в Союзе? Особенности, безусловно, есть. Я еще полгода тому назад писал, что главная опасность для нынешнего демократического Верховного Совета РСФСР представляет автономия. Что, отгородившись суверенитетом и от РСФСР, и от СССР, вот те силы, которые сейчас пришли к власти в автономиях, а это бывшие все партийные работники, обкомовские работники, даже по нашей республике можно это увидеть, что все, кто сегодня практически у власти в советах, это люди, которые пришли из обкома партии. И не случайно и сессия Верховного Совета не приняла закона, допустим, о частной собственности на землю в Якутии. Или там еще какие-то вопросы кардинальной реформы экономической, за которой, безусловно, последуют демократические перемены. Вот особенности Якутской ССР в этом плане, в отличие от других регионов, допустим, от Красноярского края. То есть здесь сегодня, и я тогда писал, будут пытаться коммунизм в отдельно взятой республике. И отсюда начнется попытка свергнуть демократическое правительство России. И действительно сейчас это объединение происходит, это наращивание усилий по свержению, по сути дела, так скажем, Бориса Николаевича Ельцина и его команды. Вы считаете, что на сегодняшний день команда Бориса Ельцина может вывести нашу Россию с того кризиса, в который он попал?
Эту команду еще предстоит обновлять. Но она и так довольно сильно обновляется по ходу. Да, по ходу. Видите, даже атаки слева, атаки справа идут, выбивают людей оттуда. Но если останется в центре Борис Ельцин, то тогда эта команда сможет решить те проблемы, которые стоят сегодня перед Россией. И с этой точки зрения нам, Верховному Совету СССР, нужно просто открыть дорогу России. Пусть Россия живет по своим законам, по которым она считает нужным жить. Мы же, союзные власти, должны самоустраниться на каком-то определенном этапе, потому что сегодняшнее наше существование, наши сегодняшние решения, они обязательно входят в конфронтацию с решениями РСФСР и других республик. И они неизбежно порождают вот этот конфликт. И я считаю, и на МДГ, на межрегиональной депутатской группе уже выступал не раз о том, что нам нужно сегодня наметить программу самоликвидации. Верховному Совету, съезду народных депутатов СССР и, может быть, на осень назначить новые выборы уже в то обновленное содружество, которое образуется на основе вот этих горизонтальных связей республик, государств, которые сегодня образовались. Олег Петрович, наши депутаты Верховного Совета в лице Митина, Михеева, они с вами находят общее взаимопонимание? Мы на одних политических позициях стоим с Митиным, а с Михеевым мы абсолютно на разных позициях. Не считаете ли вы это странно, что, представляя наш маленький город в Верховном Совете страны, даже вот среди двух депутатов разногласия определенные? Нет, это я абсолютно не считаю странным, это просто отражение разных тенденций в обществе, и, в общем-то, здесь ничего особенного нет, но некоторая ортодоксальность депутатов определенной категории, их нежелание считаться с реальностями, она все равно скажется потом на их репутации среди своих избирателей. Как вы считаете, в нашем молодом городе много сторонников демократического движения? Вот не знаю. Я как раз и приехал. Ну, вообще у нас зарегистрированы партии демократической Но вы воли. знаете, регистрация партии еще не значит о том, что это демократическая, допустим. Даже если эта демократическая партия зарегистрировалась, я могу привести несколько примеров, когда под видом демократической партии, да, она провозглашает демократические лозунги и так далее, но случается так, что народ подбирается такой, который пытается решить все, допустим, силовыми методами. Надо просто, ну это, опять же, это болезнь роста. Болезнь роста. У вас здесь сколько зарегистрировано партий? На сегодняшний день, если не изменяет память, по-моему, 3. 3, да? Ну вот я думаю, что истинное лицо вот и этих партий, и состояние демократических сил республики выявится в ближайшее время. 30 марта проводим Конгресс демократических сил Якутии, и именно вот мой-то приезд как раз и приурочен к этому, чтобы здесь выступить, посмотреть, побеседовать с этими людьми. А главное, встретиться с рабочими коллективами, вообще с коллективами города, вообще с людьми в городе и рассказать о той позиции, которую занимает сегодня демократическая Россия по отношению, допустим, к тем политическим реалиям, которые существуют в стране. Рассказать вообще, ну, взгляд, может быть, так сказать, из Москвы, как это мы видим происходящие события. И сказать, что если мы здесь, у нас в Якутии, тоже не объединимся в какие-то демократические структуры, то мы можем упустить исторически очень важный момент. Я думаю, что на сегодня главная подготовка к следующим выборам. Да, они не скоро, через 3 года, через 4 года. Но если мы сегодня не начнем подготовку, если мы сегодня не начнем пропаганду своих взглядов, если мы сегодня не начнем организацию вот этих структур, то потом в спешке, когда они будут организованы, мы проиграем. А надо сегодня. Все это делать уже сегодня, заранее планировать это все и знать, что нам завтра предстоит снова участвовать в выборах, и только в выборах, только вот таким путем, демократическим путем, парламентским путем можно изменять ситуацию. Вот в этом отношении Якутия, мне думается, тоже своеобразие очень есть в ней. Соотношение, допустим, местного населения и приезжего, русского и, допустим, юкагиров и так далее, и так далее. Мы должны, мне думается, так подготовиться к выборам, чтобы
соотношение, истинное соотношение населения было таким же и показано и в Верховном Совете. И тогда, мне думается, исчезнут вот всевозможные инсинуации вокруг национального вопроса и так далее, и так далее. То есть надо все это решать в рамках демократического процесса. Олег Петрович, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, что бы вы хотели нашим телезрителям пожелать вот именно в том аспекте, в котором мы с вами вели беседу, чтобы как-то разобрался человек сам в себе? Ведь сегодняшний день столько много в себе несет направлений, течений, что человек просто теряется. Тем более человек, который, ну, допустим, он изо дня в день занят своей работой, он работает на производстве, и ему просто нет возможности где-то вот серьезно для себя что-то выбрать. И вот слушаешь одних, вроде бы убедительно, слушаешь других, еще убедительнее. Вы знаете, мы сейчас создаем еще одну партию. Скажут, сколько можно партий? Ну вот мы сейчас создаем Народную партию России. Кто мы? Это Тельман Харенович Гдлян, профессор Волконский, Татьяна Корягина, народный депутат РСФСР, экономист очень известный, Сурков, народный депутат РСФСР, член Международной комиссии. Почему мы ее создаем? Чем вас не устраивала демократическая Россия? Демократическая Россия как движение, это не партия, понимаете? А вот партийное структурирование вот этого движения, оно очень важно на сегодня. Но я-то думаю, что сегодня еще партии не привлекли какими-то своими программами людей. Все-таки очень малый рост идет в партию, очень мало людей идет пока. В республиканскую мало людей идет, в социал-демократическую. Мы же хотим партию создать свободную такую, очень по образцу, может быть, американской демократической партии, которую можно свободно выйти, можно свободно войти, но структурированную все-таки как партия. И в центре ее поставить человека, личность, защиту его социальных прав. Я почему заговорил о партии? Вот эти мои сомнения, я же тоже болею теми же самыми сомнениями, что и вы, что и каждый человек, потому что такое время у нас сегодня, нельзя не сомневаться даже в собственных силах, возможностях. Но вот эти мои сомнения, сомнения Тельмана Хареновича, мы сколько с ним говорили, он говорит, да не хочу я никакую партию создавать, а тут все-таки пришли, созрели мы к этому, для этого решения. Вот нельзя сегодня, видимо, отстраниться от участия вот в той же самой политической борьбе. Но в политическую борьбу мы должны идти очень осознанно. Но здесь я хотел бы обратиться непосредственно к нерюнгринцам. Своеобразие, конечно, города. Я знаю, я работал здесь. Люди приезжают в основном, в большинстве, может быть, своем. Я не хочу никого оскорбить этим. Просто ситуация такая, что подзаработать, уехать снова к себе. И вот это вот, какая-то половинчатость. Но я нахожу здесь своих друзей, которые, оказывается, здесь по 15 лет приехали на 3 года заработать, но они здесь. Вы понимаете, вот эта временность, ее надо просто прекратить себе, сказать, или я здесь остаюсь, или уезжаю в конце концов. Но что еще? Будем мы здесь, уедем мы отсюда. Нам все равно придется определяться. И вот все-таки выбор-то, чтобы шел, мне думается, не на опыте нашего прошлого, а в надежде на будущее. Понимаете, в прошлом у нас одна кровь несправедливости, тоталитаризм, забитость, бездуховность. Если выбирать, то на будущее себя надо определить. Вот я хочу быть таким. Вот этот большевистский лозунг «бытие определяет сознание» должен быть отброшен. Наше сознание сегодняшнее, каждый должен для себя определить, что я хочу быть лучше. И наше сознание сегодняшнее должно определить наше завтрашнее бытие. Вот с самого себя, с сознания каждого вот надо начинать свой выбор на будущее. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Дорогие товарищи, я думаю, мы с вами имеем возможность в сегодняшний день иметь свои взгляды на какие-то определенные процессы, которые проходят в нашем обществе. Мы показываем вам разные точки зрения разных людей. И я думаю, те из нас, кто еще не определился, наверное, все-таки в ближайшее время должны это сделать. Иначе просто за нас все это определят. Программа ДВН, Владимир Бакаев.